Добрый день, меня зовут Сергей Санхядов. Во время войны Черчиллю принесли на рассмотрение бюджет страны. Полистав документ, он спросил, а где же затраты на культуру? Так война же идет, какая культура? Если нет культуры, зачем мы тогда воюем? Удивился Черчилль. Смысл этой исторической притчи в том, что главная задача любой нации – сохранить свое культурное наследие. Это не только высшая общественная ценность, но и крепкий фундамент, при наличии которого можно заново отстроить экономику. В то же время, если этот фундамент утратил свою прочность, то пытаться поставить на него стены – дело неблагодарное. Знакомая ситуация, не правда ли? В таком случае возникает вопрос, что нужно сделать для того, чтобы укрепить этот фундамент? Для этого достаточно вспомнить, из чего он состоит. Неотъемлемой частью культуры народа составляет его язык. По некоторым оценкам, эта доля составляет не менее 80%. Так что, если мы хотим построить процветающую республику, то начинать надо именно с языка. Другое дело, что сам вопрос развития языка мы зачастую понимаем слишком упрощенно. Выглядит это примерно так. Есть те, кто говорит на бурятском языке, и те, кто не говорит. Первые правы, а вторые заслуживают порицания. На самом деле, конечно, все выглядит не так просто. Во-первых, сам уровень владения устным бурятским языком сильно разнится. От уровня, позволяющего легко понимать любые диалекты, до ограниченного бытового применения. Во-вторых, не секрет, что многие испытывают затруднения с письменным бурятским языком, без которого общее развитие языка просто невозможно. Так что нам нужно не делиться в этом вопросе на правых и неправых, а просто помогать друг другу. Те, кто смотрел проект «Бурядар Дугарел», наверняка помнят, прямо скажем, непривычную фразу его ведущего «Я буду вам помогать освоить бурятский язык». Хочу сказать, что лично мне одна эта фраза значительно облегчила весь дальнейший процесс освоения родного языка. Оказалось вдруг, что бурятский язык совсем не так сложен, как мне представлялось ранее. Так что примеры конструктивного, доброжелательного подхода друг к другу у нас есть, осталось только им последовать.